Спорт Бурятии. Вы занимаетесь спортом? Вообще я изначально как бы не спортивный человек. У меня в детстве колени болели, и поэтому меня освобождали от физкультуры. Но потом, я думаю, вот началась эта регистрация в соцсетях. Ну, я зарегистрировалась в Фейсбуке, там вот эта Люба Дармаева продвигает идею скандинавских палок. Хорошая жена всегда с собой мужа берет, да? Чтобы он не скучал без нее и как бы что-то новое узнал, там, познакомился, сделал. Вот. Мы тоже решили с мужем, это было в прошлом году весной, пойти. Я говорю, пойдем. Ну, почему-то нас в то время смутила стоимость. А потом я думаю, в конце концов... Стоимость чего? Ну, стоимость вот аренды палок. А сколько она? Ну, в то время 200 рублей было. А, за раз? Да. А если купить? А 2000 они стоят. Ну, 1900 вот я брала. Вот. Нет, я лучше бесплатно схожу со своими лыжными палками. Вот Люба пишет, ну идите тогда, есть при каждой администрации группы вот эти сделаны. Они там бесплатные палки дают, но эти палки, они ну, не изменяются под рост, они же вообще должны быть правильно сделаны, еще правильной высоты. Под локоть и чуть-чуть выше. А там независимо, 1,50 м или 1,80 м, они все одинаковые, эти палки. Ну ладно, потом думаю, сходим. Еще одна мамочка позвала, она говорит, ой, я с удовольствием. И мы первый раз сходили, нам понравилось, второй раз сходили. Ну, потом уже где-то с 4-го раза я уже купила эти палки. И вот я год добросовестно проходила. И... Сколько раз в неделю? Ну, мы ходили только раз в неделю, как бы изначально я на это и настраивалась. Или суббота, или воскресенье. В субботу, по-моему, ходили. Вот. Ну, в принципе, и время года позволяет. Картошку выкопал, уже все делать нечего. Дач особо нет. Зима и весна до самых-самых начала полевых работ вообще прекрасно ходишь. И сколько километров за раз? Ну, от 5 до 8 километров. Тяжело было сначала? Ну, как бы, я бы не сказала, что тяжело, но как бы я для того и ходила, чтобы какие-то преодолевать трудности. Вот. Мой муж всегда практически ходил со мной. Муж, и потом еще и сын начал ходить, которому 9 лет. Вот. И за то, что он с нами всегда ходил, поддерживал нашу женскую компанию, там, помогал нам костер разводить. Ну и вообще. Люба ему подарила палки. Такие уже хожие, но все равно. Вот. И он очень этим гордился и гордится. Сейчас пока что мы это дело оставили. Я буквально вот мы с Любой в Дацане встречались, помогали клумбы обрабатывать на Верхней Березовке позавчера. На днях. Но... Ну, хорошая же идея ходить, полезно для здоровья. Да, полезно. У вас еще потом, по-моему, пикники были. Не, у нас как бы просто обычно правило такое, что мы берем с собой что-то на перекус, потому что когда идешь, испарение жидкости, нужно же ее возмещать потом. У каждого небольшой термос или водичка, кто что предпочитает. Ну и на перекус что-то. Поэтому кажется, что там, а там только чай, перекус какой-то.